В эфире вечерние новости и главные события за минувшую субботу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Торжественное открытие Большой Урасы прошло в Татинском районе. Участок федеральной автодороги Колыма от Нижнего Бестяха до Тюнгюлю полностью заасфальтирован. Нюрба и Покровск сегодня отмечают День города. Крестьянские хозяйства и жителей, пострадавших от пожаров в Амгинском районе, поддержит администрация. Речь идет о возмещении сожженного огнем сена. Необходимые средства будут выделены из бюджета. На данный момент в Амгинском районе действуют 3 лесных пожара близ села Самарсун, Эмиссы и Аламкёль. На местах работают бригады, действует режим ЧС межмуниципального характера. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действует 15 природных пожаров. Общая площадь пройденной огнем 556 гектаров, при этом площадь активного горения 1 гектар. За сутки новых пожаров не возникло, ликвидировано 5, на тушение привлекалось 187 человек и 66 единиц техники. Существует вероятность задымления в 41 населенном пункте на территориях Усть-Майского, Амгинского, Чурапчинского, Татинского, Тампонского, Усть-Алданского, Намского, Горного, Мегина, Кангаласского, Хангаласского, Алекминского, Верхневилюйского и Кобяйского районов. Теперь об эпидобстановке в регионе. Согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Якутии выявлено 83 новых случая COVID-19. В том числе 44 в Якутске, в Мирнинском районе 7, в Верхневилюйском 6, в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах по 5 случаев, в Сунтарском 4, в Нерюнгринском, Чурапчинском по 3, а в Алданском, Намском и Нюрбинском районах по 2 случая. Летальных исходов от COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Лаборатории Якутии провели свыше 4000 исследований. В Северо-Восточном федеральном университете опровергли информацию о том, что их студенты брошены на произвол судьбы в Южной Корее в период пандемии коронавируса. Там заявили, что активно поддерживают связь с ними еще с августа, предлагали альтернативные рейсы, но студенты предпочли дождаться своего, так как билеты по ним безвозвратные. Также в СВФУ сообщили, что могут оказать материальную помощь. Однако запертым в другой стране учащимся нужно написать для этого соответствующее заявление. В России продолжается прививочная кампания от COVID-19. Пока вакцину получают медики, которые находятся в зоне риска и непосредственном контакте с инфекцией. Как ранее заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, массовая вакцинация населения запланирована на начало зимы, когда производители наладят выпуск препаратов. С добровольцами, поспешившими обезопасить собственную жизнь, поговорили наши коллеги. 81-летняя москвичка Зинаида Пасечник на своем примере показала, что в новой прививке нет ничего страшного. В четверг женщине ввели первый препарат двухэтапной вакцины. Как рассказала пенсионерка, в 60-е годы ей пришлось вакцинировать москвичей от черной оспы. И тогда именно это спасло и ее, и жизнь ее многочисленных пациентов. Поэтому сейчас медсестра с 40-летним стажем, не раздумывая, решила стать добровольцем клинических испытаний вакцины от COVID-19. Я призываю всех пожилых людей, конечно, не без осмотра и разрешения лечащего врача, делать прививки. Без прививок мы можем умереть. А с прививками еще десяток лет проживем, а то, может быть, и больше. Делайте прививки, ничего не бойтесь. С московской коллегой согласны и врачи в Челябинске. Они также проходят вакцинацию от коронавируса. Для меня вакцина просто спасение. Я как все нормальные люди, у меня есть семья, дети, жена, и мне страшно принести им данную инфекцию. Все. Куда выведет это заболевание, одному Богу известно. Многие болеют очень тяжело, и последствия ввиду новой инфекции еще не ясны. Как будет после того, как перенесено заболевание? Многие погибают, много докторов погибло, поэтому я был счастлив, что привился от коронавируса. Отметим, что вакцинация проходит в 2 этапа с перерывом в 21 день. Препарат вводят как прививку от гриппа в предплечье. Медики спешат успокоить тех, кто еще верит мифам и продолжает бояться прививок. Нужно понимать, что заражение коронавирусом от данной инфекции произойти не может. Введение такой вакцины вызовет выработку
антител, защитных антител от коронавируса. Тем самым защитит человека от заболевания. К челябинским коллегам присоединились и якутские врачи. В наш регион поступила пробная доза вакцины «Гамма-Ковид-Вак». Первыми ее получили сотрудники медучреждения Якутска, непосредственно работающие в так называемой «красной зоне». Врачи также напоминают населению, в составе прививки нет живых вирусов COVID-19. Она не содержит живых вирусов коронавируса. Действующим веществом являются рекомбинантные аденовирусные частицы и предназначена только для вакцинации взрослого населения. Медицинским центром города Якутска проведена вакцинация пробными дозами медицинских работников города Якутска. Сейчас самое сложное – продумать логистику доставки вакцины в Якутию. Все усложняет тот факт, что храниться она должна исключительно при температуре в минус 18 градусов. В целом в республику для нужд медперсонала, работающего с коронавирусом, должны доставить порядка 1000 доз препарата. И уже после получения прививки группами риска добровольная вакцинация начнется и для населения. Анна Васильева, Айтал Колесов, Якутия 24. Торжественное открытие Большой Урасы прошло сегодня в Татинском районе. В церемонии участие принял глава Якутии. А.С. Николаев отметил, что мечта многих якутян осуществилась спустя 2 века. И, наконец-то, появилась аутентичная настоящая Ураса, покрытая берестой, построенная по старинным технологиям. В ее строительстве участие приняли представители 20 районов. Работы проходили под руководством одного из духовных лидеров, выдающегося деятеля культуры Бориса Неустроева, который всю свою жизнь посвятил восстановлению якутской традиционной культуры, кузнечного дела и якутских узоров. Культурный объект посвятили 75-летию со дня его рождения. Сегодня мы представили одну из 5 ос. Это групповая работа, нас 4 было. И привезли, вот наверху есть курдутос. Наверху есть курдутос. Мы 14 метров сшили и привезли. И еще есть солома для, солома с заговором, чтобы было все хорошо, чтобы было для тех, кто сейчас приходит в эту Урасу, было всем очень хорошо. Участок федеральной автодороги Колыма от поселка Нижний Бестяг до села Тюнгулю полностью заасфальтирован. Он начинается с 50-го и доходит до 65-го километра. В рамках капитального ремонта федеральные дорожники привели его к параметрам 4-й технической категории с асфальтобетонным покрытием. Работы идут в плановом порядке. Подрядчик справился в срок, досрочно даже справился с этим объектом и с хорошим качеством. Работы эти у нас по Колыме они продолжаются. В этом году тоже по нашему учреждению, по службе заказчика, сдаем в работу в асфальтобетонном исполнении порядка 140 километров, включая федеральную автомобильную дорогу Вилюй. В эти дни в столице проходит ярмарка выходного дня. Ведущие кооперативы и местные фермеры представили свою продукцию. Мясо, рыбу, а также свежие овощи, мед, варенье и многое другое. В этом году участие принимает генофондное казенное предприятие «Якутский скот», которое занимается разработкой и внедрением эффективных мер по сохранению и распространению животных. Жители и гости столицы могут приобрести мраморное мясо, а также масло 85% жирности из натурального коровьего молока. Хотелось бы отметить то, что работа плодотворная, кропотливая работа нашего коллектива. И думаю, что это масло в будущем будет самым любимым продуктом нашей республики. Экологически чистый продукт – это прежде всего здоровье нашей нации, наших людей и, самое главное, наших детей. А завтра в Якутии пройдут большие конные скачки. Они ознаменуют закрытие скакового сезона. Запланировано 6 заездов на 1600, 2000, 2400, 3200 и 10 тысяч метров. Скачки пройдут без зрителей на трибунах в онлайн-формате. Транслировать будут телеканал, сайт и YouTube-канал НВК «Саха». Начало в 10 часов. Напомню, что на прошлой неделе в таком же формате состоялись заезды, посвященные 75-летию Победы, в ходе которых вороной жеребец из Чурапчинского района установил новый рекорд скаковой дорожки на дистанции 2000 метров, первым достигнув финиша за 2 минуты и 10 секунд.
Сегодня 338 лет исполняется городу Покровску, центру Хангаласского района. Город был основан в этот день в 1682 году казаками как укрепление Караульный мыс, где была открыта Покровская пустынь, принадлежащая Якутскому монастырю. В 1720-х годах преобразована в самостоятельный монастырь, позже село Покровское. С 1941 года Покровску был присвоен статус рабочего поселка, а в 1997 он получил статус города. Сегодня все мероприятия проходят дистанционно. На площадках соцсетей, управления культуры и городской администрации проходят концерты, подведение итогов конкурсов и многое другое. День города сегодня празднует и Нюрба. Бывший поселок приобрел статус все в том же 1997 году. В честь этого презентовали реконструированный парк имени Сергея Васильева и музей дружбы народов имени Ксенофонта Уткина. Что еще посвятили знаковому событию, узнаем в сюжете далее. В 2019 году мэрия города выиграла всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и была награждена грантом в сумме 40 миллионов рублей. Сплоченная команда архитекторов и проектантов работала над проектом реконструкции парка. И в день рождения города нюрбинцам представили обновленный парк имени Сергея Васильева Барагонского, который был построен еще в далеком 1937 году. Весь парк разделен на функциональные зоны. Они выполнены таким образом, чтобы всем было удобно в нем находиться. Концепция парка – это природа и активный отдых. Планировочное решение парка выполнено без острых линий. Все материалы, используемые в парке, природные – дерево, камень, металл. Национальный проект «Жилье и городская среда» сегодня дает возможности, огромные возможности нашим городам, селам республики, где администрации, местные администрации сегодня, получая средства на реализацию вот таких вот проектов, огромное количество площадок, вот за 5 минут даже не расскажешь, что сегодня в этом парке есть, потому что 22 га территории. Также сегодня состоялось открытие первого в Якутии центра цифрового образования для детей IT-Куб на базе Центра детского научно-технического творчества. Здесь в специально оборудованных лабораториях будут идти занятия по 6 направлениям. Программирование на Python, Java, мобильная разработка, системное администрирование, разработка VR и AR-приложений, программирование роботов. Дети будут осваивать азы интернет-технологий, программирования и робототехники. Были подготовлены Нюрбинским улусом все условия по зданию, а также мы за счет федерального бюджета, благодаря работе Министерства образования и науки Республики, мы обеспечили этот IT-куб всем необходимым оборудованием, самым современным, который есть в наличии у нас в Российской Федерации. Далее жителям Нюрбы презентовали обновленный музей дружбы народов. Музей, основанный известным общественным и культурным деятелем республики Ксенофонтом Уткиным и носящий его имя, буквально преобразился на глазах. Все сделано в духе времени с использованием современных цифровых технологий, мэппинга, музейных электронных инсталлеров, направленных звуков, электронных киосков, VR-очков, видеорядов и прочих атрибутов современности. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Нюрбинский район. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание и до свидания.